20-е годы территория Ягодинского района, да и всей Магаданской области, это была Якутия, как вам известно. Ну и, соответственно, тут якутские населенные пункты были, и в основном названия рек и поселков якутские. Ну, вообще-то, если вспомнить историю, то в середине 19 века вот в Симчан пришли первые якуты, жители Аймикона, пришли сюда, в долину Симчана, здесь поселились. Ну, а потом вот уже они были тут и проводниками первых геологов, и расселились здесь, и остались какие-то далекие еще родственные связи. И даже Симчан, это, он расположен так называемой, по карте есть Симчано-Буяндинская впадина. Здесь уникальный свой климат. Это между реками, правым притоком Буянда и левый приток Колымы Симчан. Эта территория, она очень характерна. Ну, здесь все растет. Называется Симчанки, называют как Колымский Крым. Якуты, которые пришли к нам сюда, они почему-то называются не почему-то, а мы уже знаем сейчас, почему они называются ессейскими. Это не ессейские якуты. Они шли из Аймяконского района тоже в поисках пастбищ для своих животных, для лошадей и для коров. Они занимались скотоводством. Вот. Жили они здесь, пришли с Аймяконского района в основном. Расселялись они вблизи озер и небольших рек, там, где были хорошие условия для ведения своего хозяйства. Значит, строили, они жили оседло. Значит, оленей тоже имели, небольшое количество оленей имели. Но в основном лошади и коровы, потому что какой якут, он не якут, если у него нет лошади. Вот. Занимались скотоводством. Сахалар, есть такие люди у нас. Ну, нет, якутов у нас, в принципе, много, но у нас получается, что они все же обрусевшие. Да, обрусевшие. Конечно, на якутском языке никто не говорит. Вот тогда мы с Кристинкой последние люди остались, которые еще понимают, а все остальные вообще ничего не понимают. Стариков уже нету. Да, стариков Я нет. самая, наверное, старая. 82 года. Да, так что вот такие мы. Так. Ну, еще Родители долгожители были с Аймякона, с Самтора. Это. Мама и отец, они выходцы давно, в 26-м году вышли они из Аймякона. Жили в Аян-Уряхе, наполовину по-русски, по-якутски разговаривают. Ага. И как они добирались с Балагычана? Вы не слышали? Аратук, поселок Аратук. Аратук. Нет, Аратук. В Это Тинкинском районе. Тинкин, да. Тинкинском. Там почти население все было якутское. Якутское. Да. А потом расселили. Поселок, да, остался. Поселок все заглохло, все. Разъехались и все поумирали, да. И также у нас вот село Колымское, вот рядышком, когда мимо проезжали, помните, да, там дома такие все это разрушенные. Это тоже раньше было якутским селом, там столько много якутов было. Там Тоже раньше был председатель совхоза Протопопов Семен Дмитриевич, да, он сам якут был, но очень сильный такой, грамотный мужик. Он поднял этот совхоз, это овощеводское, как его, КРС и овощеводство было там у них. Ну, в общем, это очень... Не-не-не, это совхоз Среднеканский был. А совхоз Симчан у нас был на Верхнем Симчане. Да. Там в основном у них было растениеводство, огурцы, помидоры и прочее. А вот на Колымском у них в основном держали этих коров дойных. Ну и потом вот с этой перестройкой все у нас поникло. И вы видите, даже поселок потом разморозили. И все люди, которые там были, они все разъехались. Основная масса переехала, конечно, сюда. А основная масса уехала. Кто на материк уехали, а кто переехали на Сокол, да, по-моему, в основном? Да, в основном на Сокол. Магадан, Да. кто Да. куда уехал. Ну, так, у нас район народу немного. 2000 с небольшим человек, 2007. У нас есть Верхний Симчан и Симчан. Было 3 совхоза, 2 молочно-животноводческого и
овощеводческого. Это Среднеканский совхоз, вот здесь был Симчан. На Верхнем Симчане был совхоз Ордена Трудового Красного Знамени, совхоз Симчан. С 1935 года там он был. Там капуста, картошка, да все в открытом грунте растет свекла и так далее. И было несколько тысяч крупного рогатого скота. Ну и здесь то же самое. Первые якуты сюда переехали вот на это место, так называемая у нас агробаза. Вот. Впоследствии часть якутов переселилась вот недалеко отсюда, где-то километра 3. Это село Колымское сейчас. Вот. Раньше оно называлось Якутское. Вот. Они переселились туда и здесь жили, и там. Также у нас на территории Среднеканского района проживают и вены, и юкагиры, чукчи. Вот. И вены у нас проживали на Рассохе, вот. Юкагиры на Каркадоне. Вот. И потихоньку сюда переселялись с приходом советской власти. Сейчас, конечно, эта агробаза относится к селу Колымскому. Вот. В основном здесь уже жители переселились отсюда. Вот. В 2005 году, в феврале месяце, село Колымское там размерлось. Было повреждение на линиях электропередач в феврале месяце. Вот. И котельная, водопровод перемерз. Вот. В 2005 году, в марте месяце, я подал кандидатуру на главу села Колымского. Люди оказали мне доверие. Вот. И с 2005 года, после разморозки, я стал тут главой работать. Рыбы у нас было раньше больше. Сейчас у нас вот в связи со строительством у Среднеканской ГЭС рыбы у нас стало поменьше. Вот. Но все равно местное население занимается здесь и рыбалкой, и охотой. Но не в тех количествах, как раньше было. Сегодняшний день наших венов, юкагиров и якутов. К сожалению, все они утратили свой язык в основном. Старшее поколение еще как-то что-то помнит и что-то может говорить, но молодые уже не говорят, уже не помнят. И самое главное, самое плохое то, что некому их научить. Нет речевой практики, то есть, чтобы научиться языку, социум должен быть определенный. Этого социума, который общается именно на таком языке, практически не осталось. Старики уходят, молодым изучать язык негде. Есть люди, которые говорят на родном якутском языке? К сожалению. Практически нету. Ну, старики поумирали, не с кем разговаривать уже. И получается, нет, уже утрачена культура, язык. А с кем? Как бы папа с мамой разговаривали, но уже то прошло время. Как бы, ну, да, разговаривали родители, но мы уже нет. Они плохенько говорили, потому что у нас очень мало было, как бы 100 человек, наверное, якутов или 150. Ну, уже как бы получили семьи смешанные, как бы совместно с русскими, с украинцами, с другими национальностями. И получается, уже как бы дети помесь пошли, и это все было уже утрачено. Да, у нас поселок-то якутский был. И по-якутски мы говорили, но со временем-то забывается все. И забывается, и вообще не с кем говорить. Вон они не говорят, что сын, что дочь. Так вот, а так понимаем мы. Но якутский язык совершенно разный. У нас вообще не такой, как... По-якутски что-нибудь сказать. Вы еще не дома? По-якутски скажи. А что я скажу? Ну, про себя расскажи, откуда ты родом. Как-то не связывается вот это вот. Якутская речь, но все равно. Якутов было. Ну, где-то около 300, наверное, было. Сколько семей было.
В общем, я не знаю. В 1972 году мы были с мамой в Тамторе, вот. В Аймакон приезжали мы. Там у нее было 3 сестры. Может быть, кто-то остался там. Скорбыкины, Винокуровы были. Бабушка Сивцева, Татьяна Константиновна. Да? Не Сивцева, Винокурова она была. Винокурова. Татьяна Константиновна. Прасковья Константиновна. Не понял. Ну вот Дугуйдан-то, который вот с лошадьми, он же Уруйдан, А, Дугуйдан, Дугуйдан родственник нам, сразу говорю. У него наша баба Дарья, вот бабу Дарью знаешь, да? Вот у нее куча сестер, и одна из сестер, в общем, он является внуком или кто он там, нашим, бабушки нашей, Дарьи. Мне вчера вот прислали с Якутска девчонки эти с Тамторы, и они мне вот такое послание написали, что вот Дугуйдан был- является нашим родственником. Был Винокуров в Волгочане, тоже выходец Аймакона? из Аймакона. И там, может быть, мы, кстати, родственники. Вот, какие-то. видишь? Какие-то. Я же говорю, через Да, бабушку ну. Дарью или через дедушку? Через дедушку, Через наверное. дедушку, да. А. Но основа тут вот люди, вот, А. которые семчане, Мы которые это- жили в Болгачане, через дедушку в основном. Ну вот наш Панкратиевич Борисов, когда пришел сюда в 1930 году, сам он был тоже из-под Якутска, он вырос в селе Павловское под Якутском. Его прадеда еще когда-то сослало царское правительство. Вот, таким образом появилось и село Павловское. Вот. Но дело в том, что Панкратиевич Борисов, поскольку он учился в Якутске хорошо, и вырос под Якутском, хорошо знал якутский язык. И поэтому, когда после окончания школы ему предложили на выбор там, Колыму, Лену, он выбрал именно Колыму. Еще в Воле он познакомился с Яном Круминым, у которого было задание организовать первый съезд советов, организовать наш Среднеканский район. И вот Борисова он взял с собой именно как переводчика, потому что знал, что здесь поселения якутские, а и Борисов хорошо знал якутский язык. Вот таким образом он добрался сюда до Среднекана, провел здесь первую перепись населения, насчитал 121 человека, все они были якуты. Юрты якутские были разбросаны друг от друга на 5, на 20 километров. То есть они не рядышком стояли. Вот по всей Якутской долине были разбросаны юрты якутов. Конечно, якуты были скотоводами, разводили лошадей, коров. У них были такие основательные жилища. В одной из юрт, которая служила пристройкой к церкви и в которой жил бывший священник, покинувший Симчан как раз перед революцией, вот Панкратиевич Борисов и организовал первую школу. Ученики тоже были, конечно же, разновозрастные, и местные жители неохотно отдавали своих детей в учение, боялись, что их обучат грамоте и заберут на прииски. А дома, конечно, нужны были помощники. Где-то в конце декабря 1930 года, то уже в мае 1931 года он сделал первый выпуск, научил детей читать и писать, обучил их русскому языку. Первый букварь был у учеников в Симчанской школе на якутском языке. Наши якуты называются есейскими, как я уже там упомянула. Они не есейские, они пришли с Аймякона, расселялись на том же Болгачане, в окрестностях Симчана, но не на самой территории здесь были какие-то семьи. Абурсиша, Колымская кубка, Есейская. Да. Есейская? Ну, нас так обозвали, прозвали в 92-м году, 91-м, нас назвали есейскими якутами, чтобы мы получали, как малочисленные народы Севера, хоть что-то. Ну, я имею в виду, живя на Колыме, мы стали что-то получать. Ну, какое-то. Получается что-то, да. А сейчас якутов много, да, здесь? 400, меньше 400 человек. Ну, обычно есейские якуты же в Красноярске. Нет, здесь тоже живут. Здесь. Очень, да. Вот. В Магадане несколько человек. В Устюмчике много. Ну, как много там, может быть, тенька. Так, на палатке 2, по-моему, 2 или 3. Симчане, говорят, тоже есть. Ну вот, вы куда собираетесь? Ага. Да. Вот очень много. Но есейскими-то они не стали,
Потому что со временем стал вопрос о льготах. О льготах. То есть юкагиры, как малочисленный, коренной малочисленный народ, могли претендовать на эти льготы, эвены могли претендовать. А якутское население как бы не было малочисленным, потому что рядом, под боком, республика целая, считалось, что они не малочисленные. А льготы хотелось сохранить. И тогда, значит, решили, что пусть они будут есейскими якутами. Что такое есейские якуты? Кто это такие? Это якуты, которые в Красноярском крае, в районе Есейского озера, они смешались с эвенками. И это такая локальная группа, которая создала тоже свою культуру, диалект был свой. Вот. Это те якуты, они к нам не приходили. То есть название было номенклатурное. Решили назвать есейскими, потому что нужно было сохранить льготы. У Людмилы Николаевны Хоховской статья есть как раз по этому поводу, и где она пишет, рассказывает о том, откуда пришли, как пришли, сколько было населения и так далее, и предлагает назвать наших якутов, которые здесь проживали на территории нашего района и проживают, верхнеколымскими. А само название «Есейские якуты» пришло, по-моему, в 1994 году. То есть до этого они просто были якуты. А к нам приезжал Павлов, да, и вот он, как он говорил, что мы Тас-Сахалар. Те люди, которые... Да, те люди, которые живут вне Якутии, самой республики. Внешний. Внешний? Ну, не знаю. Почему-то мы немалочисленные оказались. Не, ну те люди, которые у нас непосредственно живут уже долго-давно на территории Магаданской области, мы, конечно, добивались, что нас сделали бы малочисленными. Мы и рады бы, и, конечно, льготы бы все получали. И сельскими якутами но так как у называли. нас, видите, что получается, что есть федеральный перечень национальностей, да, и вот там написано, что написано все национальности, которые являются малочисленными, но якутов там нет. Вы сами понимаете, почему? Потому что у нас целая республика миллионная, да, и вдруг мы станем какие-то магаданцы малочисленными. Но есть закон у нас в Магаданской области, где мы приравнены. Этот закон еще не отменяли, но как бы он еще действующий. Ну а так, в принципе, сколько это? 78 у нас человек живет, якутов, именно у нас. Ну, таких якутов, которые, ну, как бы считают себя якутами, и дети их не считают. Ну, тоже третье или четвертое поколение людей, которые уже, ну, понятно, что у них там якутского ничего нету. Но они считают себя якутами, так что, ради бога, если считают, пишут себя якутами, почему бы и нет. Был съезд якутов всей России. В Якутии проходил. И говорят, что отношение якутов к, ну скажем так, к тем, кто ушел с Якутии, ну там чуть-чуть неоднозначно. То есть не особо их любят, ценят, и отношение такое, что среднячки. Своим детям я прививаю, что мы якуты, мы есейские якуты, и они не осознают этого. Им как-то все равно. И я вот слышал, что хотят ввести опять законопроект какой-то вводится, что в паспортах опять будет указываться национальность. Я что-то такое слыхал. Я вот, я к этому отношусь вообще нормально и хочу, если будет такая графа в паспорте, это по-любому будет не просто якут, а есейский. Потому что по рассказу деда, да, отличия огромные. Ну, а те люди, вот, допустим, у нас вот совхоз совхоз Щелбаня был вот рядом с Уснырой, рядом, где Артек, вот там был раньше поселок такой, поселок Озерное. Да, оленеводческий совхоз Щелбаня был раньше, тоже поселок такой здоровый. И якутов там много-много было, там и семья большая была Гермогеновых, Митрофановых, большая семья была Анчуковых, ну, тоже выходцы все с Якутии. В основном с Тамтора вот эти люди. И в Ягодинском районе, в 120 километрах от Ягодно, был такой населенный пункт, чисто якутский, назывался Тоскан, по названию реки, протекающей рядом. И там в основном проживали якуты. Я одного из них знал, Дягилева Спиридона Ивановича. Вот. Он в 23-м году родился там в Стойбище и рассказывал, что дед его с несколькими якутами в конце XIX века пришел из Аймякона, и там в том районе они
ну, как осели, скажем так. Насколько мне известно, Кулаковский провел зиму 1923-1924 года в Тоскане. Но в воспоминаниях, и вот в том числе Симчанский дневник, который он вел, все-таки называется Симчанский, потому что Тоскан относился к симчанскому наследию. В прошлом году отмечался юбилей Кулаковского, 145, если я не ошибаюсь, лет со дня рождения. Много работал. Зима вот эта вот 1923-1924 года, судя по дневнику, приходилось и голодать. Мясо буквально он высчитывал, сколько у него осталось, чтобы протянуть до весны. Занимался столярными, плотницкими работами. Работал в том числе над словарем якутских слов, которые были переняты из русского языка. И этот словарик составил больше 2000 слов. Это вот только опираясь на свою память, на воспоминания при свечке, да, в юрте. Есть в воспоминаниях также, что он уходил за пределы поселка, там у него в лесу, разжигал костер. И вот тоже на природе работал над своей поэмой. Праздник, как Бакалыдяк, как Хабденек, только чисто якутский. Назвали его Алгыс. Это встреча дорогого гостя в переводе. Ну, и начали проводить его здесь, чисто в поселке. Там варится уха. Ну, обряды были, конечно, вот кормление огня такое. Ну, такого конкретно ничего не было. Но именно уха, людей зазывали, ну, праздник. Все в костюмах национальных, все вот так происходит. И в этом году его проводили совместно с Днем поселка. Ну, так как коронавирусные ограничения, мне не довелось там на нем побывать. Я так частенько на нем бываю, потому что я был председателем общественной организации местной якутов. Хотели заниматься разведением коневодства. В Радуке оставались лошади якутские до этого, до недавнего времени. Сейчас, конечно, все там. То волки, то охотники поперебивали, короче, все. Ну и хотели заняться этим. Потом все это сошло на нет, потому что нужно быть, ну, как минимум, юридическим лицом. А юридическим лицом это, ну, определенные затраты, денег которых у нас нету. Потом пытались выйти на Павлик, на Матросова, чтобы они нам помогли по социальному партнерству с этими лошадьми, конями что-то замутить. Ну, все это сошло на нет. Был Егоров Афанасий Дорофеевич такой приверженец, что нужно Аратук поднять, нужно, ну, возродить. Я не спорю, это хорошая идея, но неосуществима в принципе. Ну, сельское хозяйство здесь, оно утопическое просто по своей сути. А там сельское хозяйство, ну, это просто там надо вбухивать огромные деньги, чтобы оно было, оно не рентабельно в принципе не рентабельно. А тем более в такой дали от цивилизации, где нету дорог, нету ничего. И вывозить это, как раньше увозили самолетами молоко, ну, сейчас этим заниматься никто не будет. Ну, якуты, они более всех приспособились к нынешним условиям, скажем так. Молодцы. Но вот льготу, конечно, им надо бы вернуть. Пусть они даже трижды не есейские, но тем не менее они отличаются от своего основного этноса. Назвать, может быть, их верхнеколымскими, и льготу им вернуть. Наверное, не совсем правильно, что их лишили этой льготы.